Добрый день, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы с вами заварим татарский чай. Чем отличается татарский чай от обыкновенного? Это от того, что в чай добавляются разные травы. Как мы знаем, в мире есть известно всем 6 видов чая. Это черный чай, белый чай, зеленый чай, красный чай и бирюзовый чай. Каждый чай имеет свои полезные свойства. Допустим, белый чай, он предназначен для женщин. Туда имбирь добавляют и от всяких женских болезней, это как профилактику пьют. А вот черный чай, это мужской чай. Вот Иван-чай, по-татарски иман-чай, это относится к черному чаю. Черный чай, вот ферментация, которой прошла печки, она черная, иман-чай, а который на солнце чуть желтее. Ну, говорят, который на солнце ферментация прошла, она полезнее, чем печки. Дальше, как заваривать? Берем кипяток. Кипяток остужаем до 90 градусов. 100-градусный чай, 100-градусная вода, она не подходит для чая. Затем берем маленький чайник, туда ложим несколько ложек заварки, тут иван-чая, и можем добавить некоторые травы и заливаем кипятком. И закрываем чайник и где-то минут 5 ждем. А потом уже можно наливать чай, пить, наслаждаться чаем. Про хранение. Вот так в стеклянных посудах нельзя хранить. Ну, почему в стеклянных посудах? Их много, и мы в темное место их убираем. Чай лучше хранить вот в таких емкостях. Хорошо хранится. И цвет не теряет, и вкус не теряет. Или можем чай из разных чаев делать ассорти. Тут и лекарства растения, и манча, и всякий чай. Все это, вот, которые я показываю, она очень, это чай полезный. А вот магазинные чаи, они не очень-то, хотя пишется качество отличное. Я бы не рекомендовал пить магазинный чай. Пейте свой чай, готовьте. Вот даже в Казани мечети Шамиль продают иман-чай. Иман-чай это насыщенный молитвами. Шифалы иман-чай называется. У нас тоже мы, когда собирали эти травы, калинку не пели, какие-то дуа читали, какие-то суры читали, когда готовили. У нас тоже, можно сказать, шифалы иман-чай. Ну, конечно, мы не продаем, только своим друзьям, родственникам раздаем как гостинцы. Вот про чай у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.